Добрый день, дорогие мои все. Мы рады приветствовать вас сегодня в стенах городской библиотеки. Сегодня тема нашего мероприятия «Етим Имин, поэт Дагестана». Да здравствует поэзия, назвали ее так. Наше мероприятие мы проводим год 2016, объявлен годом гор в Дагестане. Вот поэтому мы наше мероприятие и проведем сегодня. Классик любой литературы есть явление чрезвычайное. Он создан из духа и лучших национальных черт и качеств своего народа и одновременно является образцом примера для будущих поколений. В нем природа, душа, язык, характер народа проявляется и направляется в высшем божественном понимании его значимости для всех времен. Сама жизнь и творчество классика становится образцом для подражания, понимания и продолжения высшего смысла творческой и человеческой жизни. Етим Имин – классик дагестанской литературы, лирик, певец страданий и печали, любви и страсти, добра и зла, тревоги и надежды. Он певец духа. Кричите, взывайте на помощь людей. Весь мир изменился, куда ни пойти. Везде торжествует и львов, и злодей, а честным приюта нигде не найти. Етим Имин, настоящее имя его Магомед. Имин Ялцукский. Родился около 1839, умер в 1878 году. Прожил он 39 лет. Лезгинский поэт. Наряду с поэтами Батыраем, Ирчи Казаков, Махмудом Кохаб-Расо является одним из первых представителей новой дагестанской поэзии. Жил в тюринском ауле Ямцу. Рано осиротев, отсюда и прозвище Етим, то есть сирота. Испытывал тяжелую нужду. Будучи мастером-каменщиком, Етим Имин часто бывал за пределами родного аула. Он рано пристрастился к музыке, принимал активное участие в соревновании овшуга в Азербайджане. В народе до сих пор широко распространена его лирическая песня «Бюльбюль» и другие. В творчестве Етим Имина отражен социальный протест лезгинской бедноты против произвола горской знати, колониального гнета царизма, против шариата. Мотивы социального протеста возникли у Етим Имина после того, как он общался с русскими рабочими и рабочими других национальностей на отхожих промыслах. Так в творчестве Етим Имина можно выделить несколько периодов. И вот первый период, это с 1857 по 1867 год. В основном он писал о любви. Второй период, с 1868 по 1878 год, он писал о крестьянском быте. И третий период, с 1879 по 1885 год, это его философские стихи. Сегодня мы расскажем о первом периоде его творчества, это о любви. В ранних его стихотворениях поэт писал о любви и женщине-иногорянке. В его стихотворениях любимая – это красавица, наделенная сказочной красотой. Глаза – это звезды, ресницы – стрелы, губы – лепестки роз, лицо – луна, стан – чинар. В своих ранних произведениях Етим Имин близок во многом к образцам любовных песен народного творчества. Но в это же время у поэта постепенно складывается своя, присущая только ему, возвышенно романтическая манера воспевания возлюбленной. В стихотворении «Тегешбан» Етим Имин пишет: «Божественно ты и медово при этом», читает стихотворение Алатудеева. Божественно ты и медово при этом, всех прелестей ханших прослыв Тегешбан, носить на руках тебя стал бы пред светом, как сок
Красного я, Тюкизбан, светильник небесный, земная лампада, не ты ли соперница райского сада? В едином лице и печаль, и отрада страдает Эмин по тебе, Тюкизбан. Романтическими красками приподнято, цветисто описывает горянки в стихах Яким Эмин. Так стихотворение «Быть с тобою до смерти хочу», «Любимая», «Хвала любимой» и другие. В них влюбленная обликом божественно стройна, как кипарис, а когда она выходит ночью, расходится тьма. Возлюбленная поэта не небесная фея, а земная, близкая душе красавица, изображенная в реальной среде конкретных обстоятельствах. Слушаем стихотворение «Я вижу золото волос», исполняет Апаева Лейла. Я вижу золото волос, прекрасных кос сплетений, и нет, кроме тебя, лекарств, в тебе лишь исцеление. Ведь ты красавица, луна 14-дневная, другому будешь отдана, и протестую гневная. В стихотворении «Приветствую тебя» Яким Эмин идет еще дальше. В описании внешности возлюбленной он пишет: «Дивой дивной вой ручья, со скалы отвесной увидел, как была ее поступь легка, как горела румянцем щека, схвачен стан серебром поиска, красоту я телесную видел». Яким Эмин реалистично изображает не только женщину-горянку, но и ту обстановку, которая ее окружает. Так в стихотворении «Возлюбленной», в которой он описывает интерьер свадебной комнаты, национальный колорит передается точными данными. Чистая, убранная комната, в ней просторно и торжественно, в углу узорчатый сундук со свадебными подарками, а на нем сложена постель и прочие приданые. Послушаем песню «Мои Гильберт». Девочки исполнят без всякой музыки своим голосом. Это будет Гаджиева Луиза исполнять, Магомедова Зина и Раджабова Анжела. 8 А класс. Какая школа? Вторая школа. Тамила Фатулаевна, класс руководительница. В прошлый раз пели тоже? В прошлый раз 2 песни пели. Сулеймана Стальцева была. Да, они пели. Хорошо. Кизил гültar ya bakar mahi dilberçan, Türka kayna bir tagay mahi dilberçan, Zirik ilkaynis habar ya mahi dilberçan, Çay diz beheyli muhis kay mahi dilberçan, Kulan vatu sen atana mahi dilberçan, Günedin kvarkettin yar mahi dilberçan, Salam ganaza vitavdiz mahi dilberçan, Basçı hüraytay avay tuş mahi dilberçan. Если вы обратили внимание, читали его стихи, Яким Эмин в своей любовной лирике мало использует имена из восточной поэзии, такие как Лейла, Исли, Зулейха, а дает своим героям сугубо национальные имена: Тюкизбан, Суна, Эфрис, Тамун и другие. Читая его стихи, видишь, что возлюбленная поэта наделена определенной внешностью. Ее поступки и действия продиктованы обстоятельствами, средой, в которой она живет. Тихонов, русский поэт, писал: Эмин оставил замечательную любовную лирику. Он дал лезгинам свой эминовский язык, который, как пушкинский в России, оказал благотворное влияние на развитие лезгинской литературы. Стихи Яким Эмина переводили на русский язык разные поэты.
в том числе такие известные художники слова, как Ушаков и Козловский. А сейчас я хотела бы, чтобы об Якиме имени рассказали, ну, немножко, кто что знает. Это, значит, методист Дома детского творчества города Огни Чернас Исаевна. Вы знаете, вот хотелось бы сказать, Якиму Эмину Бог дал божественный дар, большую силу слова. Будучи школьницей в школе, я всегда задумывалась над словом «етим». Почему же это слово «етим»? Потом я стала изучать Якима Эмина, его лирика мне очень понравилась. И вы знаете, мы всегда говорим о Якиме Эмина, о его любовной лирике, о его посвящении народа. А вот недавно я столкнулась вот с чем. Яким Эмин вроде бы, как до нас дошедшим его стихам, вы знаете, очень негативно относился к шариату, да? А я прочитала вот что. Яким Эмин в своих очень многих произведениях обращался к Всевышнему. Он писал вот такие стихотворения. «О Всевышний, зачем ты создал меня?» И потом у него еще есть одно стихотворение «Почему сады быстро увядают?» Или же «Что мне делать, о Создатель?» Еще есть у него такое стихотворение «Почему ты меня создал?» Вот Яким Эмин все черпал из своего народа. Вы знаете, вот это, сейчас даже вот как-то вот у Агаева, у профессора Агаева, я прочитала, даже он говорит в своих как бы записях, он даже говорит, что есть, можно издать етимоведение. Как Сара Муртазалиевна сказала сегодня, что Яким Эмин оставил Дагестану лезгинской поэзии, вы знаете, корень, потому что с Якима Эмина начинается вся письменность стихотворная. А вот Сулейман Стальский говорил народным языком, из уст в уста. А вот Яким Эмин, он уже писал все, что было. И вы знаете, что интересное, Яким Эмин многое писал, и он, когда был болен уже, он много написал своему брату, который обобрал его, тот стал брат Богачев, Малик или Мелик, да? Как-то? Нет. Я не знаю. Мелик? И он стал богачом, а Яким Эмин стал бедным. Оттуда он уже в более зрелом возрасте, более, когда талант к нему пришел, он взял этот псевдоним. И вы знаете, он своему другу из селения Бигер, Эмирхану, сказал: пусть на мои похороны придет те, кто испытал такую же боль, которую я испытал сам. И вот этот Визирхан, Эмирхан, то есть из селения Бигер, он нараспев, у Эмирхана был высочайший голос. Это первому поэту Якиму Эмину на похоронах было нараспев распеты его стихи. Под его лирику, под его поэзию был, как бы, Яким Эмин изменил свой мир. И вот тогда читались его стихи: «Кто пришел на мои похороны, плачьте». И вот вы знаете, Якима Эмина весь народ, который любил его поэзию, его почитал, и они, вы знаете, все безмолвно плакали. Плакали над его судьбой, плакали над его поэзией. Чуть расскажет и об Якиме Эмине и руководитель школьного музея номер 5 Фаталиев Сулейман Фаталиевич. Спасибо. Я очень внимательно слушал Чернас Исаевну. Ваше выступление мне понравилось очень. Спасибо вам. Уважаемые дети, дорогие друзья, о Якиме Эмине можно много говорить, конечно. Вот как вы сказали, он мастер художественного слова, это Божий дар, как бы талант сверху. Но Яким Эмин, он сам был из беднейших слоев, из слоев горского крестьянства. Ну и, конечно, он выступал против богачей, против ханов, против беков.
В своих стихах он высмеивал человеческие пороки, вот, и говорил очень много об обмане, о лжи, о том, что мир жестокий, мир несправедливый. Даже если мы такие строки, кругом обман, кругом ложь, куда же пойдет бедный человек, кому жаловаться? Что ты ждешь от мира идти? Он и о себе тоже говорил, когда кругом ложь и обман. Ну, очень много его стихов, которые мы с вами знаем, помним. Часто мы слышим даже песни на его стихи. Вот музыку написал Кахриман Ибрагимов, кстати, вот у вас эта книга. Там есть такие песни, как «Лах зиярдец», «Без вас хабар авошни». Вот. Есть такая песня известная, часто мы эту песню исполняли на свадьбах, называется «Назани», песня «Гюзель Тамун». Но эти все песни, как любовная лирика, да? Он сам был влюбленный поэт в жизнь, он влюблялся в девушек, в женщин. И вот, как сказали, здесь восточных имен у него не было. Все имена женщин имели наши дагестанские имена, дагестанское происхождение. Вот песня «Назани», например, там есть такие строки, я даже выписал сюда. «Фемир на зло, зун пезова, дердинин дарман назани, зун дели диван жезовачан, зидер чиданчан назани». Ümür Цува Дяшарова, Виталий Тин Гафарова, Юкаги Мишкамарова, Дюнья Дилай Бага Назани. То есть он о своей девушке, что она дороже всего мира. Она самая красивая для него. И вот песня «Гузел Тамум», несколько строк я тоже выписал. «Гузел Тамум, ая фагум, зачанда гум капезова, велинда пар, хана селер, сефил зелик исчезова». Он плачет о своей любимой. Глаза слезятся, слезные потоки у него идут. И он говорит о своей любимой вот в такой форме. Но я хочу сказать вот что. Мне приятно, что вот Сара Муртазалиевна, вот мы все с вами стараемся проводить вот такие мероприятия. Очень хорошо, что наши дети тоже как-то соприкасаются, знакомятся. Хочу сказать огромное спасибо учителям и 5-й школы, вот Басир Абдуллаевич Чуксову. Спасибо Тамели, Фатула. И вот наши девочки, да, с 5-й школы, со 2-й. Они тоже принимают активное участие в наших мероприятиях. О таких поэтах надо знать. Это классик нашей дагестанской поэзии, Тими. Классик. Поэтому в будущем, в дальнейшем будем говорить мы и о других поэтах тоже. Амарла Батырай, Махмуд Искахаб Расол, надо Ильичи Казак. О всех поэтах надо говорить, да. Ну и все в основном. Сулейман Ваталиевич, когда вот вы говорите о любовной лирике, да? Да, Тема любовная Эмина. лирика в основном. А вы знаете, вот предсмертные дни Ятим Эмин написал очень такое оскорбительное стихотворение своему брату Мелику. И вот в этих стихах, в этой книге очень много было написано, около 80 стихов, то ли 800, говорит, строк потерялись. Он, брат, сжег его это. Я имею в виду вот эту тетрадку. Вот эти записи он преднамеренно сжег, чтобы уничтожить якобы написанные ему стихи, даже оскорбительные своему брату. Но там ушла и лирика, которая была посвящена и вот этой Назани, и вот этой своей жене Тыкезбан. И, честно говоря, я даже хотел пригласить музыкантов. Если бы они сыграли бы пару мелодий, вот Назани, Тыкезбан, например, на его слова музыку сыграли бы, а песни хорошие у него. На свадьбах поем. Вот очень хорошо эти песни исполняет Даниил Казиев, заслуженный артист Республики Дагестан. Он и композитор, кстати, и исполнитель. Потом есть у нас в Дербенте хороший певец, может быть, вы его не знаете, Велимет его зовут, должны знать, Велимет, красивый исполнитель, знаете вы его, да? Да, Айша был, Велимет Гусейн. Ну, мы Коля говорим так по-братски, это псевдоним, а его настоящий, очень сладкий голос. Вот хотел, да вот, видите, не получается никак, у них свадьбы, мероприятия, люди занятые. Вот если бы на гармоничке, на кларнете эти мелодии сыграли бы там, вот так было бы. От души было бы еще. Ну ничего, не всегда получается так, как мы хотим. Не всегда получается, как мы хотим. Ну, все равно людям надо передавать. Ну да, обязательно. Ну вот девочка уже знает, да, стихи. Пускай читает, учат. С вами поделюсь своими воспоминаниями о Ятиме Эмине, научный работник.
научный работник школы, музея города Дагестанские огни 17 века. Девочки, гости. Между прочим, я очень часто бываю вот на таких мероприятиях. Я хочу сразу сказать слово благодарности. Слово благодарности вынести директору отдела, для начальников отдела. Как он у вас идет? Директор. Директор, да. Агавету Казибековичу, который очень активно, очень внимательно относится ко всем мероприятиям проводимым и в детской библиотеке, и вот это заводской, бывшей заводской библиотеки, городской, да, где сейчас мы проводим это прекрасное мероприятие. То, что он очень много помогает нам, вот музею, вот период сейчас, вот такой период у нас сейчас в музее, понимаете, переходим мы с одного места, вот переходим сюда, во дворец культуры. Он очень морально поддерживает нас, ходит часто в администрацию, где действительно хочет каким-то способом помочь, чтобы вот это вот музей сохранился и перешел сюда, и уже обновился, здесь мы работали. Но мероприятие сегодняшнее, оно так необходимо для нашей молодежи сегодня. Мы недавно с вами буквально проводили мероприятие о жизни, творчестве нашего поэта Ашуга Сулеймана Стальского, где очень хорошо говорили, рассказывали, где девочки читали стихи, пели песни. Ну, там, правда, немножечко музыкальное было оформление, но, однако же, донесли до зрителя, что такими поэтами, ашугами надо нам пользоваться их произведениями. Вот сегодня это действительно влюбленный поэт, поэт 19 века, который, да вообще поэты ашуги, это представители нашей дагестанской поэзии, которые очень в своих произведениях говорили устно, как вот Сулейман Стальский, потому что он был безграмотный батрак, писали, как Етим Эмин, о бедах, о бедноте, об угнетении царского царизма, народа. Они были сторонниками бедноты. И вот это вот отношение к людям он передавал через свою любовь, вот, к людям, через свою любовь, к жизни, к женщинам, потому что он видел это будущее нашего Дагестана вот в этом обществе, в народе, в любви друг к другу. Действительно, мы когда дагестанскую литературу, правда, это было уже прошли годы, когда мы преподавали этих прекрасных поэтов в школе, мы соприкасались буквально ежегодно, говорили, что поэзия начинается вот с устного народного творчества, потом это поэты наши, эти вот начинающие 19 века, потом уже современные писатели-поэты. Вот так развивалась наша дагестанская литература. И поэтому мне очень отрадно, что на каждое мероприятие приглашаете, и что соприкасаетесь с этим замечательным творчеством, с лирикой, с любовной лирикой, с песнями, со стихами этого замечательного лезгинского поэта Ашуга Етима Эмина. И я благодарна, конечно, и вам, Сара Муртузалиевна, что вы очень часто проводите это мероприятие. Это нужно, это наше достояние нашей республики, нашего народа, потому что без них литература советская, современная, она бы не строилась, потому что основа всей нашей современной литературы это является народная поэзия и вот поэты, ашуги, от которых уже пошли наши кумиры, наши великие поэты-писатели современности нашего Дагестана. И спасибо вам за то, что вы несете сегодняшним молодежи, как бы говорите о творчестве, потому что это так необходимо на сегодняшний день. Да, спасибо вам. Спасибо.
девочки исполнят. Беневша билдир, юлдаш тухур душманар, харайчан юлдаш. Билдир беневша, билдир дағлара қушар, билдир хамам динрепле, билдир чанта зарушар. Қабал чемир ағала, билдир беневша, билдир, рушан билел нағвала, харайчан юлдаш. Билдир беневша, билдир дағлара қушар, билдир хамам динрепле, билдир чанта зарушар. Билдир беневша, билдир хам негодая, билдир har hama kurla bildir, caz şalataya. Bildir benevşa, bildir dağlara kuşar, bildir hamam dinreke, bildir çanta zaruşar. И в заключение я сказала бы так. Разве с книгой, не ведя знакомства, можно стройность мироздания знать? Можно ли, не заводя потомства, радость брачного слияния знать? И сказала бы я так: да здравствуйте, Тимимил, да здравствует поэзия. Стихи для вас сегодня читали учащиеся школы номер 5 под руководством преподавателя лезгинского языка Гаджиевой Василий Абдулаевны. Песни исполняли участник... Похлопайте. Песни исполняли учащиеся школы номер 2, классный руководитель Муслимова Тамила Абдулаевна. Спасибо вам всем и до свидания.